Быстрый, поворотливый и дальнозоркий. Тяж с льготным уровнем боев, на котором нужно играть от скорости и динамики, а не танковать. Описание ФЦМ в паспорте может сыграть с владельцем злую шутку. По классу танк тяжелый с довольно высокой прочностью, 1500 очков. Но на передовой он будет выглядеть как фигурист в хоккейной команде. Возможно, юркие движения ошеломят соперников, но даже самый красивый прорыв, скорее всего, пойдет не по плану. Поэтому оставьте танкование тяжем. Но ведь ФЦМ тоже ТТ, почему же нет? Дело в броне. Передний лист в 120 мм и бока по 80 спасает только от танков уровнем ниже. На рикошеты особо надеяться не стоит. К тому же танк достаточно большой. На малой дистанции по нему попадут даже не сводясь. ФЦМ станет легкой, а потому привлекательной мишенью. Полностью реализовать его потенциал смогут опытные водители средних танков, которым привычна тактика поддержки. Француз создан именно для этого, а его характеристики освежат ощущения от игры. Дальность обзора и точная пушка позволяет играть на ФЦМ издалека. Базовый обзор без навыков и оборудования 400 метров. Это топовое значение на уровне. Поставьте просветленную оптику, выучите орлиный глаз и радиоперехват, усильте навыки боевым братством, и цифры станут максимальными. ФЦМ может вести огонь по собственному засвету и оставаться незамеченным. К примеру, ИС-3 имеет базовый обзор 350 метров, а значит француз сможет безнаказанно бить по нему издалека. Главное – держать дистанцию. Габариты сразу выдадут ФЦМ, если враг подойдет ближе, поэтому используйте рельеф. Танк хорош на холмистых картах. Большие углы вертикальной наводки позволяют ему вести огонь на холмах. Бронебойные снаряды 90 мм орудия пробивают 212 мм, то есть им по зубам почти любая машина, которую ФЦМ может встретить в бою. Стоит помнить про относительно невысокий урон в 240 единиц. 8 выстрелов в минуту наносят почти 2000 урона. На 8-м уровне это средний показатель, но быстрая перезарядка и высокое бронепробитие доставят противникам массу проблем. Чтобы выжать максимум из орудия, ставьте досылатель и усиленные приводы наводки. Это ускорит перезарядку и сведение. Наводчику стоит взять снайпера, чтобы чаще критовать соперникам модули. Но держать дистанцию постоянно выходит не всегда, и здесь выручает шикарная динамика. В этом плане ФЦМ один из лучших среди премиум машин 8-го уровня. Его максимальная скорость 51 км в час. Он моментально разгоняется, и благодаря широким гусеницам ни бездорожье, ни ухабы не могут ему помешать. Скорость поворота шасси и башни станут неприятным сюрпризом для ЛТ, которые любят брать тяжи в карусель. Под их выстрелы лучше подставлять лобовую броню, и базовые 40 градусов в секунду это позволяет. Скорость поворота можно увеличить навыком виртуоз. В связке с вентиляцией, кофе и бензином это даст ощутимый прирост. А вот умение король бездорожья не принципиально. ФЦМ и так отлично проходит даже болото. В самом начале боя скорость ФЦМ позволяет занять выгодные места, засветить соперника и безнаказанно нанести урон. Но без плана отступления делать этого не стоит. Французская броня не даст удержать позиции. На ФЦМ вообще нельзя оставаться на одном месте, но и в гущу событий ломиться не надо. Главная цель – избегать урона, обходить с флангов, выходить на соперника скрытно и неожиданно. Городские дуэли 1 на 1 и перестрелки из-за угла опасны для француза, особенно против танков с высокой альфой. В некоторых случаях от урона могут спасти широкие гусеницы. Нет, это не черная дыра, где пропадают снаряды. Все проще. Ходовая – это отдельный модуль, и ее пробитие вовсе не означает попадание в корпус. Снаряд может пройти под ним. К тому же гусеницы закрывают почти весь бот и добавляют к его 80 мм брони свои 30. Таким образом, чтобы пробить корпус, снаряду придется пройти 110 мм под прямым углом, а под острым еще больше.
Иногда скорость и масса ФЦМ так и манят врезать противнику с разгона. Но не забывайте про тонкую броню. При столкновении многие параметры играют роль, в том числе и бронирование обоих танков. Поэтому таран тяжелых машин может закончиться конфузом. А вот легким лучше не вставать у вас на пути. ФЦМ – машина для тактиков, опытных водителей СТ и хитрецов. Она позволяет быстро перемещаться по карте, наносить урон издалека, устраивать засады и уходить от наказания. Льготный уровень упростит задачи в бою. А недорогие снаряды, огромный боезапас, скорострельность и хорошее бронепробитие принесут неплохой доход. Если вы хотите узнать об этом танке еще больше, переходите на специальный сайт fcm50t.ru. Удачи в боях и до встречи на полях сражений!